До выборов президента Российской Федерации остается чуть больше месяца. Во всех регионах России и стран, где проживают российские граждане, проходят подготовительные работы по организации президентских выборов. В нашей стране Клуб избирателей при содействии посольства России в Абхазии и Россотрудничества проводит разъяснительную работу о правах избирателей и о том, как и где они смогут проголосовать. Наша задача представительства Россотрудничества рассказать вам, рассказывать в течение всей избирательной кампании о ее ходе, об избирательных правах, об особенностях голосования на территории Республики Абхазия, об избирательных участках. И наша с вами совместная задача всех заинтересованных лиц – это увеличить электоральную активность, увеличить гражданскую ответственность на этих президентских выборах. 18 марта, в день выборов президента Российской Федерации, в Абхазии с 8 утра до 8 вечера будут работать 16 избирательных участков по всей стране. Гражданам России, проживающим в Абхазии, необходимо при себе иметь действительный российский паспорт. Один из частых вопросов избирателей – нужны ли открепительные удостоверения для голосования? На это специалисты отвечают – нет, не нужны. Любой гражданин России может прийти на избирательный участок и выполнить свой гражданский долг и проголосовать за того, за кого он хочет. Более того, стоит вопрос по поводу, как именно действовать людям, например, у кого просрочен загранпаспорт. Пока что этот вопрос стоит на повестке дня, учитывая то, что в законодательстве нашем прописано, что каждый гражданин Российской Федерации, находящийся за территорией Российской Федерации, обязан иметь действующий загранпаспорт. Поэтому заблаговременно хотелось бы попросить избирателей продумать этот вопрос и заблаговременно подавать документы на замену загранпаспортов. В ходе встречи представители различных общественных организаций высказали свои пожелания об организации онлайн-общения с кандидатами в президенты. Говорили о необходимости в день выборов обеспечить транспортом избирателей, проживающих в селах. Также было предложено увеличить количество избирательных участков. Организационно, конечно, 16 округов нам недостаточно. Мы сегодня делим городские участки и сельские. Сельские, наверное, они считают по численности. Ну, извините, по численности считать наши села невозможно, потому что они исторически были всегда, имели округа, участки и так далее. Конечно, по всем участкам, которые уже определены по всей Абхазии, там их под 200 участков, сейчас делать никто не сможет. Но я бы предложил, вот 35 округов у нас, оно уже 25 лет работает, эта система округов, вот на этих округах сделать хотя бы участки. Подобные заседания клуб избирателей будет проводить каждую среду до 14 марта. Любой желающий может принять в нем участие и задать интересующие вопросы. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.